Юнусу Абу Муслимову всего 19, из них фермерского опыта целых 5 лет. Сам себя юноша считает бывалым животноводом. Недавно ему даже отвели небольшую территорию в 1 гектар. Здесь он разводит коров и коз, пока их не больше 70 голов, но в будущем молодой фермер планирует расширить хозяйство и стать крупным земледельцем. Заявку на грант он уже подал. Фермерское хозяйство, когда расширить, чурчан пайдавош, даводагал. Это животноводческий комплекс на окраине Заканюрта. Его построили 2 года назад. О сельском хозяйстве Магомед Эмин Мехтиев рассказывает долго и увлеченно. Он генеральный директор этого предприятия. Говорит, что животным нужен особый подход и чуткое внимание, поэтому в коровнике даже поставил автоматические чесалки. Впрочем, при всем своем чутком отношении к животным, для разведения скота фермер завез самую неприхотливую и одновременно элитную породу, получившую свое современное название на Всемирной выставке в Париже. Коровы французской породы Монбельярд. Всего их на этой ферме 99 голов. Животные питаются специальным комбинированным кормом. Он состоит из кукурузы, овса, гороха и других питательных ингредиентов. Кормят здесь, что называется, на убой. Но мясная продукция не единственное и даже не главное направление предприятия. Большей частью здесь производят молоко. Отсюда его отправляют на местные предприятия, а также в соседние регионы. Цун икъятта гахара дяхни лило икъятта кон шурях карюкой хваттин зада шуран дябал молочное направление дяхни дахкина молочная товарная ферма алла ишт ин балбия штукой. Неподалеку от фермы есть и кормовая база. Зеленая масса из разнотравья содержит множество питательных веществ. Они хорошо влияют на здоровье скота и удой. Содержать такое крупное предприятие непросто, но важно. Это хорошо понимают и власти, и даже стараются поддерживать аграриев. В частности, можно рассчитывать на субсидию от государства. Ее получил и животноводческий комплекс Заканюрта. Ты предоставляешь определенный перечень документов для возмещения затрат, то есть не связанная поддержка олцуна, по гектарной олцуна. Ты подаешь документы, подтверждаешь, что ты в прошлом году засеял столько-то объекта, то есть полей в таких-то гектарах. А мы за каждый гектар возмещаем затраты на 4000 за каждый гектар. Для создания и развития фермерского хозяйства действуют 3 гранта. Первый – на развитие материально-технической базы. Деньги предоставляются потребительскому кооперативу для софинансирования его затрат. Второй вариант поддержки – грант семейные фермы. Условия участия в самом названии. Кроме того, заявитель обязуется создать не менее 3 новых постоянных рабочих мест на 1 грант, а также вести деятельность не менее 5 лет. Наиболее востребованным стал грант «Агростартап». На него уже получено более 100 заявок, но после проверки специалистами Минсельхоза утвердят лишь 25. Претенденты должны иметь крестьянское фермерское хозяйство или быть зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, либо же сделать это в течение 30 дней после признания его победителем конкурсного отбора. Максимальный размер грантовой поддержки составляет от 1 до 5 миллионов рублей. Создание хотя бы одного рабочего места здесь тоже одно из важных условий. Ведение сельского хозяйства высоко ценится и в исламе. Об этом говорится в хадисе пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха. Если мусульманин посадит дерево или засеет поле, а потом урожай станет пищей человека, животного или кого-нибудь еще, это обязательно зачтется ему как милостыня. Абдулла Батаев, Азан Идрисов, Моусар Даудов и Ислам Али Султанов. Неделя.